Наталья Иванова, тренер горного УСа, и ее представители в последнее время постоянно участвуют в соревнованиях по кикбоксингу. Как видим, также и на этих соревнованиях ее представители достойно представляют свой УС. Я думаю, что сейчас Колодезников предпримет попытку переломить ход боя, так как он в первом раунде был менее активен своего соперника. Вот прошел удар в голову с ноги у Колодезникова, и я так думаю, что он сейчас воспользуется своим преимуществом. Да, мы видим, что сейчас Колодезников начинает остановленное время. Бой продолжается. Вот. Максимов предпринял попытку переломить ход раунда. И эта атака ему удалась. Пошли несколько ударов чувствительных, как с руки, так и с ног. Да, этот раунд более-менее равный, но судьи определят победителя. В профессиональном кикбоксинге судейские записки заполняются после каждого раунда. Спортивного клуба «Вей-Групп» Мичил Колодезников. И после каждого раунда отдают рефери. А рефери передают супервайзеру представитель тайского бокса. Соревнований. На ринге провел 4 боя. Из них 2 одержал победу. Призер республиканского турнира Саския 2007 года. Призер первого чемпионата Республики Саха-Якутия по тай-боксу. Участник чемпионата России 2007 года в городе Екатеринбург. Тренируется под руководством Черкашина, Бурнашова, Барашева. Начинается третий раунд, третий заключительный раунд этого интересного поединка. Напоминаю, поединки проходят в культурном центре Ягу города Якутска. Здесь проводились соревнования в далеких 94-х, 94-м, 95-м, 96-м годах. В 90-х годах постоянно проводили здесь чемпионаты республики, и эти соревнования собирали полный зал любителей данного вида спорта. И традиции, как говорится, повторяются. Колодезникову удалось встретить Максимова прямым ударом ногой. Конечно, он должен использовать свой рост, длины своих рук, ног и работать на дальней дистанции. Сейчас это ему удается. Вот прошел удар ногой в голову. Рефери отсчитывает Максимову нокдаун.
Да. Не удалось молодому файтеру, бойцу из Горного Улуса, выиграть у более опытного, более крупного соперника. Закончился поединок. К выходу на ринг готовится пятая пара. Кирилл Фимонов, Александр Амосов. Победитель этого боя выйдет на... В этом бою по судейским запискам счет сложился. Посмотрим. Судья Марков 28-29 в пользу Колодезникова. Судья Попов 29-28 в пользу Максимова. Судья Ушканов 28-30 в пользу Колодезникова. В этом бою выиграл Михаил Колодезников, представитель спортклуба «Вейкру». Он выходит на одного из титулованных спортсменов в данное время Горохова Григория, который ждет его в полуфинале. Следующий бой судит. Судейская бригада тоже в составе. Вместо судьи Ушканова судья Барашков. В красном углу ринга представитель Федерации тайского бокса Республики Саха-Якутия Кирилл Пимонов. Комментатор ошибся. Фамилия бойца Пимонов. В синем углу ринга представитель спортивного клуба Тай-Ким Александр Амосов. Александр Амосов представляет спортклуб Тай-Ким, вид спорта панкратион. Так как Кирилл Пимонов представляет Федерацию тайского бокса и, естественно, тайский бокс. Тайский бокс против панкратиона на ринге — это очень интересно. Посмотреть, как бойцы построят поединок, свой стиль ведения на ринге. Кирилл, скорее всего, будет работать на дальней дистанции, работая руками, ударами рук и ног, и работать в клинче коленями. Как говорится, это его коронка. Работа коленями в клинче. А внешний вид Кирилл больше своего оппонента, но это не так. Вот. Прошел удар коленом в корпус, но это не так. Вес обоих боксеров составляет 66 килограмм, что показало взвешивание на данный вид. Еще минимум сразу сейчас. Как видим, Пимонов ведет этот бой, чаще работает руками, ногами, но также вот сейчас он пропустил удар рукой, и Амосов это не прочувствовал. Мог бы воспользоваться замешательством Пимонова. Как говорится, Пимонов отдышался и работает в клинче коленями. Рефери отсчитал нокдаун, стоячий нокдаун
В красном углу ринга отдыхает Это представитель на усмотрение рефери. Федерации тайского бокса Республики Саха-Якутия Кирилл Пиманов. Ему 18 лет. Представляет тайбокс. Двукратный чемпион республики по кикбоксингу 2005-2006 годов. Чемпион республики по май-тай 2006 года. Чемпион всероссийского турнира по кикбоксингу 2007 года. Бронзовый призер Кубка России. Тренируется под руководством Ивана Решетникова. Несмотря на свой молодой возраст, Кирилл является опытным спортсменом. Но также произошла ошибка. Комментатор, он не является чемпионом, он является победителем первенства республики. Это своей возрастной категории. Юниоры. Как видим, прошел удар с ноги у Амосова. Опасно опускает руки. Амосов не уклоняется. Да, это нокаут. Сильнейший нокаут. Можно даже не отсчитывать рефери, потому что после таких ударов не встает. Точный удар ногой в челюсть. Победу нокаутом одержал Кирилл Пиманов. Федерация тайского бокса. Кирилл Пиманов выиграл этот бой и выходит на одного из опытных спортсменов нашей республики, Смена судейской Охлопкова бригады. Сергея. Рефери Ушканов, боковые Барашков, Винокуров, Лукин. Начинаем полуфинальные бои. Формула боя 5 раундов по 2 минуты. На ринге весовая категория до 75 килограмм. В красном углу ринга представитель спортивного клуба «Эллибатор» Вадим Громадский. Да, это более тяжелая весовая категория, 75 Выходу на ринг килограмм. приглашается Николай Филан. Спортивный клуб «Сатарь». Видим наших заслуженных спортсменов. Это чемпионы мира Иннокентий Макаров и двукратный чемпион мира Василий Синего Васильев. ринга представитель спортивного клуба «Сатари» Кекусинкай Николай Филан. Николай, представитель каратэ Кёкусинкай, клуб Сатари. Громадский, представитель спортклуба Эллибатор. Вадим проводит свой первый профессиональный бой на ринге. Ну, как видим, по-моему, также это первый его бой в жизни. Так, удар ниже пояса. Да, интересно посмотреть противостояние двух стилей на ринге. В профессиональном К1 это очень распространено. Филан хочет захватить инициативу с первого раунда. Он атакует сериями ударов руками по корпусу и также добавляет ударами ногой, лоу-киками. Выдержит ли эти лоу-кики Громадский? Видно, что представитель
Профессиональное карате. На ринге боксирует тоже не первый раз или хотя бы на второй. Сразу видно в нем каратиста. Нету характерных одиночных ударов или, как говорится, комбинаций руки-ноги. Пытаясь задавить напором и своей мощью. Но, как видим, нашла коса на камень. Громадский более тяжелый, более длинный и пытается действовать на дистанции. В первом раунде ему это не удалось. Но сейчас дистанция поединка 5 раундов. В красном ринге отдыхает представитель спортивного клуба «Элеватор» Вадим Громадский. Ему 20 лет. Представитель кикбоксинга и муай-тай. На ринге провел 10 боев, из них 5 одержал победу. Тренируется под руководством Андрея Алексеева, который на данный момент ему секундирует. Да, сейчас сказали, что Вадим провел на ринге 10 боев. Он является новичком. Филанд решил взять быка за рога сразу. И своим напором сломать Громадского. Громадскому не удается держать его на дистанции. Вадим пытается достать своими длинными ногами в голову. Опять удар ниже пояса. Ну, конечно, это не нарочно, так как Вадим очень длинный. Николаю просто не удается достать его ногой в корпус. Проходит несколько эффективных ударов лоу-кика у Филанда. Также он пропускает удары руками в голову. Вадим пытается ударить коленом с дистанции. Пару раз у него это получилось. Что будет к 5-му раунду? Интересно будет это видеть, так как видим, что функциональная подготовленность бойцов находится не на должном уровне. Вот проходит несколько ударов руками у Филанда, он не попадает в голову. Да, это можно увидеть только на профессиональном кикбоксинге. Или в рестлинге. Не выдержал ринг. Так, мы видим, что ринг уже сделали. И начался 3-й раунд. Громадский сразу переходит в атаку. И пропускает несколько ударов руками в голову.
Попытка не удалась, попытка ударить ногой в голову. Так. Какой-то удары в корпус у Филанта. Опять удар ниже корпуса. Ну сколько можно? Надо наказывать. Рефери должен наказывать. Вот, опять удар в корпус. Какой-то у Громадского. Напоминаем, что здесь разрешены удары коленями, руками и ногами. Запрещены удары локтями, удары головой, удары по позвоночнику. Запрещена борьба в стойке, что демонстрирует сейчас представитель Кёкусин карате. По-моему, ему приходится очень тяжело, так же как Громадскому. Это борьба на выносливость. Кто выдержит все 5 раундов, тот и выиграет. Так, прошел удар в голову у Громадского. Кончился 3-й раунд. А мы видим, что бойцы неискушенные Синему ринга отдыхает представитель не только в спортивного профессиональных клуба боях, но и в боях вообще. Николай Филатов. Но они стараются показать все, на что способны. Ему 22 года. Представляет вид единоборства карате Кёкусинкай. Счет боям не ведет. Тренируется под руководством Игоря Пичкур, который в данный момент ему секундирует. Игорь Пичкур, тренер клуба Сатори Кёкусинкай карате. Очень часто они выступают на различных соревнованиях с показательными выступлениями. Вот и красивые девушки. Начинается 4-й раунд. Что подсказали свои тренера своим бойцам? И что они предпримут сейчас? Видим, что Громадский более свеж. Пытается достать своими длинными ногами своего соперника, но не всегда ему это удается. Попал коленом Громадский в корпус своего соперников. Скорее всего, он попытается сделать это еще раз. Он переходит к дальней артиллерии, это ударами ногами. Да, видно, что плохо себя чувствует Филант. Что-то с ним случилось. Что-то с ним случилось. Да. Что такое? Что такое? Отказывается. Боец отказывается Видно продолжать за бой. секундантом. В этом бою победу одержал Вадим Громадский. В этом бою выиграл Вадим Громадский. За победу в полуфинальном бою денежным вознаграждением награждается Вадим Громадский. Спортивный клуб «Элебатов».
Это полуфиналы. А также Финалы награждается будут полуфиналист 15 декабря. весовой категории до 75 килограмм Николай Филан, спортивный клуб «Кадри». Награждение проводит мастер спорта международного класса Сергей Егоров. В красном углу ринга представитель спортивного клуба «Эльдай Батур» Эмиль Кылычбеков. В синем углу ринга представитель спортивного клуба «Садари» Дмитрий Петухов. Да, сейчас мы увидим противостояние почти тех же соперников, почти тех же стилей. Это кикбоксинг и кёкисинкай карате. Что же будет на этот раз? Конечно, как говорится, не стили выигрывают, а выигрывают спортсмены. Мы видим, как Кылычбеков просто переполнен энергией. Он хочет выиграть, ошеломить своего соперника. Но Дмитрий Петухов сопротивляется и огрызается дальними ударами ногами. Дмитрий Петухов видел результат предыдущего поединка и сейчас немного волнуется. Да, он пропустил удар ногой в голову и уже не хочет, по-моему, боксировать. Так, это не нокдаун, это не нокдаун. Это просто спортсмен подскользнулся и упал. Вот. Это может быть ключом к победе. Но при этом он опускает руки. Почему он не наращивает? Интересно, почему? Закончился первый раунд. Видно, что Дмитрий Петухов устал. Очень устал. В красном углу ринга отдыхает представитель спортивного клуба «Эльдай Батур» Эмиль Кылычбеков. Ему 20 лет. Представляет кикбоксинг и муай-тай. Счет боям не ведет. Тренируется под руководством Андрея Васильева. Андрея Алексеева, который в данный момент ему секундирует. Андрей Алексеев является одним из ведущих тренеров нашей республики по кикбоксингу. Под его руководством тренировались такие именитые спортсмены, как Дмитрий Ушканов, Сергей Хлопков, также чемпионка мира среди молодежи Пак Ксения. Да. Второй раунд начинается точно так же, как первый. Кылычбеков пытается ударить ногой издалека. Вот удары коленями достигают своей цели. По-моему, боевой дух Дмитрия Петухова подломлен.
Ой, удар ногой в голову. Это нокаут. Неосторожно опустил голову Дмитрий и получил удар ногой. Незащищенную голову. Все-таки это не карате. Это профессиональный кикбоксинг. Пока команды рефери стоп не было, В этом ты бою должен держать руки у головы. победу нокаутом одержал Эмиль Кылычбеков. Эмиль Спортивный Кылычбеков. клуб «Эль-Лебаду». Рızıkçılıktan kündüz sportu sengayraçlar, bilgi sportsmenler И выходит в финал на Вадима Громадского. Акимов Василий, она Акаютов Михаил. Борисов Спиридон, она Колдезиков, Борисов Спиридон, она Константинов Михаил. Олонтега Кирсектора, Колдезиков Мичель Горохов Григорий, Сергей Охлопков, она Пиманов Кирилл. Итак, полуфинал 260 килограммов. Восьмую пару судит судейская бригада в составе рефери Николай Иванов, боковые Сафронов, Попов, Марков. Начинаются полуфинальные На ринг бои. приглашается восьмая пара, весовая категория до 60 килограмм. Полуфинальные бои Василий Акимов, Эль-Лебаду Михаил Акаютов. В красном углу ринга представитель спортивного клуба «Эль-Лебаду» Василий Акимов. В синем углу ринга представитель спортивного клуба «Вейкру» Михаил Акаютов. Еще раз добрый вечер, дорогие любители спорта. Начинаются полуфинальные бои, которые проводятся в культурном центре Ягу города Якутска. На ринге Василий Акимов и Михаил Акаютов. Представители спортивных клубов Эль-Лебаду и Вейкру. Видно, что Акимов более опытный спортсмен и начинает свои удары с корпуса. Он пытается выдернуть своего соперника, а потом наказать. Но также видно, что очень хочет выиграть Василий. Очень хочет. И поэтому бросается. Один из ударов дошел до цели и начинает отсчет. Бросается опять Василий и нарывается на встречные удары. Очень опасный бэкфист. Удар в корпус Василия. Правильно. Вот что я говорю. Очень опасно бросается Василий. А также, по-моему, он попадает. Рефери начал счет. Вот. Опять попадается Василий. Концовка раунда. Опять счет. Ну, я думаю, что можно поединок остановить. Но нет, рефери продолжает. Закончился первый раунд с явным преимуществом Василия. В красном углу ринга отдыхает представитель спортивного клуба «Эль-Лебаду» Василий Акимов. Ему 20 лет. Представляет кикбоксинг. На ринге провел 43 боя.
финалист международного турнира в городе Алтай в 2005 году, чемпион всероссийского турнира в городе Владивосток, призер всероссийского турнира имени Александра Иванова в 2005-2007 году. Тренирует под руководством Андрея Алексеева, который в данный момент ему секундирует. Василий является опытным бойцом. На любительском кикбоксинге он провел достаточное количество боев по сравнению с Михаилом. Но в профессиональном кикбоксинге он новичок. И это видно. Он очень хочет выиграть, очень хочет. Вот сейчас видим более зрелый бокс. Да. По-моему, это все. Вот где сказывается опыт. Этот поединок заканчивается досрочно. 4-й нокдаун у Акаютова. И рефери вынужден остановить бой. Техническим нокаутом победу одержал представитель спортивного клуба «Эльбатор» Василий Акимов. Василий Акимов выиграл этот бой и выходит в финал. Победителю вручается сертификат, денежный сертификат от директора магазина «Автовыбор» Олесова. Олег Олесов, директор фирмы-спонсора данного поединка. Денежными сертификатами также награждаются тренера и полуфиналист. Награждение провел Олег Олесов, директор магазина «Автовыбор». Да, надо поблагодарить наших спонсоров, которые Приглашается на ринг 9-я пара. Весовая поддерживают категория наш вид спорта, Спиридон, не только Федерация тайского вид спорта, бокса, но также и спортсменов, Михаил и их Константинов, тренеров. спортивный клуб «Олимп». В красном углу ринга представитель Федерации тайского бокса Республики Саха-Якутия Спиридон Борисов. В синем углу ринга представитель спортивного клуба «Олимп» Михаил Константинов. Вторая полуфинальная пара, весит 60 килограмм. Это победитель предварительного боя Борисов Спиридон и Михаил Константинов. Тоже один из опытных файтеров республики. Видим, что Михаил Константинов использует более разнообразную технику. Но, как говорится, ринг покажет. Все-таки это 5 раундов. Это более длинная дистанция, чем в любительском кикбоксинге. Да, видно, что Михаил не искушен в клинче и пропускает удары коленом, который проходит в корпус. Да, вот проходит удары у Константина, но он этим не пользуется. Сразу идет в ближний бой, где более опытный в клинчах Спиридон использует для того, чтобы набрать очки в клинч. Выжидает друг друга. Борисов использует удары лоу-кики.
который время от времени достает Михаила. Вот опять проходят удары с рук у Михаила. Он пытается воспользоваться этим и добить своего соперника. Но это у него не получилось. Раунд закончился. В этом углу ринга отдыхает представитель Федерации тайского бокса Республики Саха-Якутия Спиридон Борисов. Ему 23 года. Представляет Муай-Тай. Чемпион республиканского турнира Саскианг-Сели 2006 года. Серебряный призер Республики Саха-Якутия по Муай-Тай 2007 года. Тренируется под руководством Ивана Решетникова. У нас первый опыт проведения соревнований по этому стилю, стиль К1. Также существует стиль К1 любительский, где спортсмены более экипированные, надевают шлемы на голову и щитки на ноги. Но он также ничем не отличается. Те же самые правила, просто любительский кикбоксинг — это 3 раунда по 2 минуты. Михаил пытается зажать своего соперника в углу и набрать там очки, что ему удается. Борисов Спиридон выбрал выжидающую тактику и работает вторым номером, пытаясь работать на ошибках соперника, что ему иногда удается. Вот проходит 2 удара справа у Михаила Константинова. Но он этим не пользуется.